Уважаемые делегаты и гости съезда, слово имеет президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдулович Рахимов. Кадрлы достар, дорогие друзья! Сегодня в общественно-политической жизни нашей республики радостный и знаменательный день. Четвертый по численности народ многонационального Башкортостана, чуваши, наши собратья и земляки, проводят свой первый форум «Канаш». У башкир есть поговорка «Кенеши иль Аркаламат». В переводе она означает «Страна, где умеет советоваться, будет существовать вечно». Я хотел бы, чтобы наш родной Башкортостан всегда оставался именно таким, где народы ценят и прислушиваются к мнению друг друга. Позвольте мне горячо и сердечно поздравить вас с открытием Канаша Шувашей Башкортостана и пожелать вам плодотворной работы во имя укрепления дружбы и сотрудничества между всеми народами Республики Башкортостан. Хотел бы также от всей души тепло и искренне приветствовать приехавшую на этот форум делегацию Братской Чувашской Республики во главе с Федором Геннадием Семеновичем, полномочным представителем Чувашской Республики в Москве. Уважаемые делегаты и гости съезда, сегодня в этом зале собрались посланцы практически всех городов и районов республики с тем, чтобы обсудить широкий круг вопросов, связанных с общественным и культурно-духовным развитием Чувашии и Башкортостана. Отрадно отметить, что в последнее время проведение подобных форумов становится хорошей традицией. В 1995 году состоялся Всемирный Курултай Башкир. В 1997 году мы провели съезд татар Башкортостана и созвали Собор Русских Республики. Регулярно проводятся форумы марийцев, украинцев, мордвы и других национальностей, на которых обсуждены актуальные проблемы возрождения и развития культур народа Башкортостана. Хочу особо подчеркнуть, что прошедшие серии не ограничивались рассмотрением исключительно своих национальных проблем. На них делегаты ставят исключительно важную общую задачу – способствовать упрочению межнационального согласия, взаимообогащения наших традиций и культур, углубления сотрудничества и единения. Дорогие соотечественники, история распорядилась так, что щедрый Башкирский край на протяжении многих столетий принимал у себя представителей многих народов России, которые спасались от жестокого гнета бесправия и безземелья. И эти гомильные судьбой люди находили понимание и поддержку башкирского народа, обретали мир и покой, создавали надежный шаг для своих семей. Они срослись с этой землей и считают ее своей родиной, передавая это святое чувство детям, внукам и правнукам. Так образовался сегодняшний Башкортостан, общий дом для башкир, татар, русских, марий, удмуртов, украинцев и многих других народов. И в этом общем доме Башкортостана свое основное место уже несколько веков занимают представители чувашского народа, искавшие к себе уважение своим трудолюбием, талантливостью и скромностью. Мы гордимся тем, что в Башкортостане проживает наибольшее количество чувашей за пределы Чувашской республики. Это более 118 тысяч представителей братского нам тюркского народа с очень древней историей, с богатейшими традициями самобытной культуры и повторимыми обычаями и укладом в жизни. Многие известные нам всем представители чувашского народа, уроженцы нашей земли, внесли и по сей день вносят бесценный вклад в развитие духовной культуры чувашей, сокровищницы многонациональной культуры нашей республики и всей России. Наш край поистине стал источником творчества для основоположника чувашской литературы Константина Иванова и выдающегося поэта современности Якова Ухсая. Они родились в селе Слакбаш Белебейского района, где созданы их мемориальные музеи. В эти места люди идут, чтобы поклониться земле, вырастившей этих выдающихся сынов чувашского народа. Детство на этой земле я молился звездам о счастье,
нашел его и остался давно перед ней, в творческом долгу, и значит, мне про эти земли стоит говорить. По слове призывался в своих воспоминаниях Яков Ухсай. В Башкортостане выросло немало видных ученых и писателей, шувашей по национальности. В их числе всемирно известный академик, почтовед Иван Николаевич Антипов-Каратаев из Федоровского района, академик-языковед Геннадий Емельянович Корнилов из Делаинского района, профессор-филолог Александр Николаевич Тихонов из Аургазинского района, замечательный писатель Ираида Петровна Нарс из Ижбулякского района, Максим Данилович Чалгар из Тритомасского района, Серафим Васильев из Ермекейского района, Александр Савельев САЦ из Аургазинского района. Среди плеяды выдающих чувашских ученых, отдавших много сил делу народного просвещения Башкортостана, мы с гордостью называем имена педагога Павла Мироновича Миронова и историка, первого чувашского философа Курия Ивановича Комиссарова-Вантера, педагогов Фому Сергеевича Аксинского, подготовивших не одну сотню учителей для чувашских, русских и мордовских школ. Нашу современную жизнь трудно представить без плодотворной деятельности многих чувашей, ученых, представителей творческой интеллигенции, честных и талантливых рабочих и аграриев, чье мастерство, золотые руки и светлые умы создают материальные и духовные ценности на благо родной республики. Уважаемые делегаты, наш общий дом Башкортостан, благодаря разнообразию самобытных культур, языков и традиций, представляет собой своеобразную модель всей России. Я не устаю повторять, что многонациональный народ нашей республики – это большой букет, в котором каждый цветок, мал он или велик, ярок или скромен, по-своему прекрасен и неповторим. Мы убеждены, что возрождение культуры каждого народа, населяющей нашу республику, это часть большой общей работы по национально-культурному развитию всего Башкортостана. Сегодня в условиях формирования новой национальной политики Республики Башкортостан в цели гармонизации межнациональных отношений мы рассматриваем культурную потребность каждого человека как его конституционные права. Обеспечение этих прав является обязанностью всех органов государственной власти нашей республики. Для этого у нас есть все необходимые условия: статус суверенного государства состава России, мощный экономический, культурный, духовный потенциал, уникальный опыт сохранения межнационального согласия и гражданского мира, эффективное взаимодействие всех ветвей власти. Уже в начале 90-х годов началась разработка государственных программ, в которых были обозначены конкретные направления деятельности государства по сохранению историко-культурного наследия и развитию духовно-культурной жизни всех народов нашего края. Результаты проводимой целенаправленной работы в области межнациональных отношений видны и на примере духовной жизни чувашей нашей республики. Начиная с 1989 года регулярно выходит республиканская газета на чувашском языке «Урал-Соси», которая на днях отметила свой 10-летний юбилей. Издаются также две газеты на чувашском языке в Аургазинском и Бишбулякском районах. Большую популярность получили передачи и концертные программы, транслирующие с 1992 года государственная телерадиокомпания «Башкортостан» в рамках программы «Ендешсем». На республиканском, зональном и районных уровнях ежегодно проводятся различные смотры и конкурсы, ярмарки и выставки, фестивали и праздники чувашской культуры. Республиканский фольклорный коллектив «Нарспи», народные ансамбли театра из Бишбулякского, Аургазинского, Стритомасского и других районов давно снискали заслуженную популярность в республике и далеко за ее пределами, демонстрируя уникальные образцы народного чувашского творчества. Великолепным праздником народных талантов стал ежегодно проводимый в Аургазинском районе фестиваль Еломановской ночи. Большим событием в общественной жизни Башкортостана стали празднества, посвященные 150-летнему юбилею выдающего ученого Яковлева, в рамках которых прошел целый ряд культурных и научных мероприятий. В соответствии с решением органов государственной власти республики ведется работа по созданию мемориальных зон в селе Слагбаш Белебейского района, комплексному развитию деревни Сук-Шишма Кармаскалинского района с тем, чтобы использовать объекты социальной культурной сферы этих населенных пунктов для нужд Центра чувашской культуры. Дорогие друзья, земляки,
Как известно, воспитание и обучение детей на родном языке является непременным условием сохранения и развития культуры того или иного народа. Поднять культуру чувашств возможно только через родной, понятный им язык. Русский язык не вместо родного языка, русский язык вместе с родным языком, говорил великий просветитель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев. Эти слова до сих пор звучат актуально для всех народов Башкортостана и России. Нас радует, что растет количество школ в республике, где дети изучают родной чувашский язык. Если в 1990 году их было 86, то сегодня 122. В 1997 году в городе Белебей открыта чувашская школа-гимназия. Учитывая острую потребность в учительских кадрах, руководство республики нашло возможность открыть в 1994 году чувашское отделение в Стерлитамакском педагогическом институте. Кроме того, подготовкой кадров для детских садов и начальных школ занимается Стерлитамакское и Белебейские педагогические училища. Уважаемые участники съезда, хочу подчеркнуть, проблемы национального развития чувашей, так же как и других этносов Башкортостана, вопросы дружбы народов – это вопросы государственной важности. Мы уже многие сделали в этом направлении, но предстоит сделать значительно больше. И мы будем прилагать все усилия для того, чтобы чувашский народ Башкортостана получил, как и другие народы Башкортостана, возможность для всестороннего развития своей культуры, языка, для духовного расцвета. И самое важное, что бы мы ни сделали в сфере национальных отношений, мы делаем это от чистого сердца, стремясь к тому, чтобы сохранилась самобытность каждого народа, чтобы наши шаги способствовали объединению, а не разобщению всех башкортостанцев. Мы должны сделать все для того, чтобы общее сокровище нашей духовной культуры не только сохранялось, но и приумножалось, чтобы мудрость и доброжелательность народа находила достойное воплощение в общественной жизни республики. Дорогие друзья, завершая свое выступление, хочу еще раз пожелать вам плодотворной работы, принятия ответственных решений, направленных на благо чувашского народа и всех народов, населяющих нашу республику. Пусть крепнет наша дружба, пусть на земле родного Башкортостана всегда царят мир, добро и спокойствие. Спасибо за внимание.